Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение, что средоточием подлинных, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является Зауралье, с точки зрения этнографии абсолютно неверно. Север Башкортостана в этногенезе башкир сыграл не менее важную роль, чем его юго-восток. С самого детства нам приходилось слышать грозное имя гуннов. На уроках истории нам рассказывали о нашествии гуннов на Европу, которая уничтожила Римскую империю. На уроках литературы мы читали поэму Блока «Скифы», в которой свирепый гунн жжет города и гонит в храм табун. Образ бича Божьего Аттиллы глубоко вкоренился в мировую культуру. Пьер Корнель пишет трагедию «Аттилла», Джузеппе Верди – одноименную оперу. Рафаэль создает ватиканскую фреску «Встреча святого льва с Аттиллой». Неудивительно, что европейские ученые, начиная со времен Средневековья, упорно пытались отыскать среди сонма народов Евразии потомков исторических гуннов, или правильнее сказать хуннов. Многие века таковыми считались венгры. Основанием тому было латинское название Венгрии – Хунгария, в первом слоге которого легко узнается европейское прозвание гуннов – хун. Но вскоре от этого отождествления пришлось отказаться. Дело в том, что сами венгры называли себя термином «мадьяр», а отнюдь не «хунгар». Поэтому в исторической литературе новейшего времени сложилось мнение о том, что у хуннов не осталось прямых потомков. Однако в 70-х годах прошлого века уфимский историк и этнограф Раиль Кузеев сделал вывод, что потомками хуннов является башкирский род Унлар. Справка. Название Унлар состоит из названия хуннов «ун», зафиксированного античной литературой, и тюркского форманта множественности «лар». Таким образом, слово «унлар» означает «унны». Подкрепляя книжные знания личными впечатлениями, мы отправляемся в Карайыдельский район нашей республики, чтобы воочию лицезреть предполагаемых потомков грозных завоевателей прошлого хуннов. Башкиры-унларцы проживают на территории Карайыдельского и частично Аскинского районов Башкортостана. В нашем фильме мы сделаем очерк истории хуннов и попытаемся ответить на вопрос, действительно ли башкирский род Унлар восходит к ним своим происхождением. На исторической арене хунны появились очень и очень рано, если верить китайской историографии, в третьем тысячелетии до нашей эры. То есть они были современниками древних египтян и шумеров, с той лишь разницей, что последние исчезли с лица земли, а хунны, как мы покажем далее, остались. В 2600 году до нашей эры император первой китайской династии Ся по имени Хуанди предпринял поход против беспокоившего границы империи племени Хунъюй, в которых исследователи видят древних хунов. Около 1200 года до нашей эры они создают собственное царство на территории Забайкалья и Монголии. К III веку до нашей эры походы хуннов в Поднебесную становятся настолько губительными, что император династии Цинь Ши Хуанди приказывает построить знаменитую на весь мир Великую Китайскую стену. Пиком могущества хуннов стал период правления Богатура, который сумел разбить превосходящую китайскую армию и поставить империю в даннические с собой отношения. Императоры династии Хань, то, чье имя стало самоназванием китайцев, платили хуннам замаскированную под подарки дань драгоценным шелком и были вынуждены заключать с ними договоры мира и родства, то есть признавать хунских вождей равными себе правителями.
Такого статуса не добивался ни один из соседних с Китаем царей, ведь Китай всегда рассматривал окружающие его народы своими настоящими или будущими вассалами. Хунское государство в пик своего могущества простиралось от Японского моря на востоке до Аральского на западе. Стремительная хунская конница, взбивая пыль, проносилась по пустыням Центральной Азии, продиралась сквозь тайгу Южной Сибири, переправлялась через Амур, Хуанхэ и Янцзы. Китайские амбиции во времена, когда Китай становился единой державой, устремлялись и на север, и на запад, и в этом случае кочевники играли, и в том числе хунны, во все времена играли роль мощного сдерживающего фактора. Однако после 300-летнего противостояния Китаю держава Хунну распалась на части, не выдержав конкуренции со Срединной империей, имевшей колоссальное экономическое, демографическое, а значит и военное над ней превосходство. Аул Якуб, Караидельского района Башкортостана. Коренное селение башкирского рода Унлар. Что без унлар нәселеннән тиеп, оруыннан тиеп, шул белки сакта историяны ныклап, шул картайлардан өйрәнәйдек. Ләкин мәктәпкә баргач инде безне өйрәттеләр инде. Безнең башкалабыз Казан, шагыйрьләребез Муса Җалил и башкалар тиеп. И шул периодта менә тарихны өйрәнү как-то артта калды инде. Когда и в результате каких событий в этих местах поселились унларцы, остается загадкой, которую нам еще предстоит разгадать. Задача осложняется полным отсутствием письменных источников, проливающих свет на историю этих мест. Остались лишь камни, свидетели бурного прошлого Караидели. На них еле видны полуистертые письмена, которые никто уже не в состоянии прочесть. Соннар байқы башқұртлары. Әлі біз басып тұрған жерде міне жиде изге, жиде қабір бар. Жидесі де бір төслі таштан кертелеп алынған. Шундан елға ашанда тағын шундай зират бар. Ол зиратта тоже шолай жиде қабір бар. Жидесі де таштан кертеленген, жиміріліп, олар уже жерге сіңіп біткендер. Никто уже не знает, кто были эти 7 святых, похороненные здесь. В эпоху советской власти местная история, равно как и родной башкирский язык унларцев, вырывались с корнем. Остались лишь безмолвные камни. Но осталась и народная память. Ул хәреф юкка сыккан, ну халык барыбер бүтән якка караганда үзенең отдельный белән сөйләшә инде. Кая барсаң да уже сразу үзенең тел бүтәннәрдән аерылып тора. Безгә сразу башкортлар дип әйтәләр инде, кая барсаң да. К счастью, наличие многочисленных внешних источников помогает нам приоткрыть завесу тайны над сложной историей хуннов, а значит и башкир-унларцев. После гибели хунской державы ее народ распадается на 4 части. Одна часть хуннов покоряется Китаю, вторая часть остается в центре теперешней Монголии, где смешивается с предками монголов. Третья часть, самые воинственные и неукротимые, отрываются от погони, устроенной врагами, и уходят на запад. Но и на этом дробление хуннов не закончилось. Лев Гумилев пишет. Лишившись земледельческих районов в западном крае, хунны двинулись на запад, чтобы отыскать новые, и при этом раскололись снова. Малосильные остались в Семиречье, где основали княжество Юэбань, просуществовавшее до V века нашей эры, а самые сильные ушли в Европу, где расправились с аланами, готами и добрались до Рима. Лев Гумилев. История народа хунну. История европейских хуннов хорошо известна.
Идя с боями от Великой Китайской стены, они закончили свой легендарный поход на берегах Атлантики. Они уничтожили Римскую империю. Она уже готова была, конечно, к этому времени. Она уже на последнем издыхании находилась. Но последний удар все-таки нанесли гунны. Их знаменитый король Аттила оставил о себе память едва ли не мифическую. Его образ вошел в германский, англосаксонский и скандинавские эпосы, произведения античных и средневековых авторов, став олицетворением карающего бича Божьего. В сталь закован, по безлюдью едет гуннов царь Аттила. Как медведь, мохнат и крепок, нем и мрачен, как могила. Это меньшинство, которое встало у власти в силу своих традиций, в силу своих намерений и грозного имени, тут и психологический фактор играет свою роль, они растворились в результате в массе местных угров, Ирана, тюркоязычных племен. И от, собственно, гуннов практически уже ничего не осталось. А какова была судьба азиатских хуннов? Так называемые малосильные хунны, оставшиеся в Семиречье, то есть на территории современного Казахстана, были малосильными не по причине отсутствия у них энергии или храбрости, а потому что в момент отступления от наседавших на них врагов у них остро ощущался дефицит боеспособных мужчин, оружия и, главное, лошадей. Зато много было женщин, детей и стариков, почему они и отстали от неукротимых хуннов, состоявших исключительно из воинов, бросившихся на запад в поисках новых земель, золота и женщин. Государство, основанное азиатскими хуннами на территории Семиречья, в китайских источниках именуется Юэбань. К сожалению, народное название хунского царства не сохранилось. Справка. Государство Юэбань было основано в 1060 году нашей эры и состояло из 6 родов. В архонно-енисейских памятниках тюркской письменности они именуются Алты-Чуб, то есть 6 чубов, из чего исследователи делают вывод. Подлинное название этого царства могло быть Чубань. Корень Чуб плюс иранский суффикс множественности «ан». В VI веке царство Чубань было завоевано войсками тюркского каганата. В надписи в честь Кюльтигина говорится: «Мы пошли войной на 6 чубов и Согдиану и разбили их». В 794 году часть среднеазиатских хуннов уходит в Тибет, а затем в Китай, где из их числа был сформирован особый отряд пограничных войск под названием «Сильных конников корпуса Шато», так как шатосцы славились стойкостью в боях. Справка. Шато – название, данное китайцами одному из хунских родов по названию песчаной степи Шато, в которой те кочевали. Только роду Шато было суждено дать продолжение хунскому племени. Термин «шато» был изобретением китайцев и никогда не покрывал собой подлинного названия. В начале фильма мы говорили, что самоназванием хуннов был этноним «ун». Теперь осталось привести доводы в пользу данного утверждения. Единственным античным автором, лично общавшимся с хуннами, был константинопольский ритор Приск Панийский. Именно поэтому его свидетельства считаются наиболее ценными. В записках Приска вы не найдете названия хунны или гунны. Там есть только унны. Он употребляет выражение «унский царь Аттила», «племя уннов», причем четко отделяет природных уннов от их федератов – готов, гипидов, акациров. Вот как он описывает пир, устроенный римлянами в честь прибытия в их страну гунских послов. Приск пишет:
Когда во время пира варвары стали восхвалять Аттилу, а мы императора, Бегилла сказал, что несправедливо сравнивать Бога с человеком, разумея под человеком Аттилу, а под Богом Феодосия. Унны обиделись на это и, понемногу разгорячась, стали сердиться. Мы перевели разговор на другой предмет и старались любезностью смягчить их гнев. Так каким же образом возникли производные формы хунны и гунны? Живя в Семиречье, унны были соседями ираноязычных сагдийцев. Именно в их документах впервые появляется слово «хун». Справка. Для древних восточноиранских диалектов было характерно добавление аспиранта «х» перед начальным гласным. Например, имя тюркской богини Умай в иранском эпосе трансформировалось в Хумай. От иранских соседей уннов, сагдийцев, сарматов и алан слово «хун» попало грекам и пошло кочевать по всей античной литературе, в конце концов приобретя форму гун. Показательно, что и в китайской литературе унны именуются то хунну, то сюнну. Но и там они упорно сохраняли свое самоназвание, свою идентичность. На исходе IX века Ли Кхе-юн, князь Шато, за оказанные Срединной империи услуги в войне против мятежников, получил королевское звание Ван, а уже его сын Ли Цуньсюй захватил Северный Китай и провозгласил себя императором, вступив на престол в 907 году. Основанная им империя Хоу-Тан просуществовала до 936 года. Ее территорию затем унаследовали другие державы хуннов Шато, Хоу-Цзинь и Бэйхань. Это было последним всплеском древней доблести хуннов. Держаться далее в погибающем под ударами варварских племен Китая не было никакой возможности, и унны тихо ушли со сцены глобальной истории, чтобы продолжить свое существование под сенью новых гегемонов Евразии. В XII веке эстафету бича Божьего Аттиллы перехватил другой бич гнева Божьего Чингисхан. Заинтересованный в политическом союзе против Китайской империи Цзинь, будущий потрясатель вселенной ищет дружбы с унгутами, наиболее уважаемым племенем тогдашней Монголии. Справка. Унгут – монгольское название хуннов Шато, состоящее из корня «ун» и монгольского форманта множественности «гут» или «ут». Таким образом, унгут означает «унны». Марко Поло, направляясь в Китай, удостоил вниманием всего два племени, живших в Монголии. Место это то самое, что у нас зовется страною Гог и Магог, а здесь Ун и Магул. В каждой области свой народ. В стране Ун живет Гог, а в Магуле – татары. Китайское сочинение Мэнда Бэйлу, полное описание монголо-татар, сообщает, что для укрепления союза с унгутами Чингисхан отдал свою дочь Аллахай-Беки за младшего сына князя унгутов Аллакуш-Тигина. Несколько иначе описывает события придворный историк монгольских ильханов в Иране Рашид ад-Дин. Он пишет, что правитель унгутов Аллакуш-Тигин, являясь вассалом китайского императора, охранял проходы Великой Китайской стены. Он был тайным сторонником Чингисхана, и когда тот отправился походом против империи Цзинь, Аллакуш-Тигин открыл ему охраняемый проход. В благодарность за услугу Чингисхан велел отдать за унгутского князя свою дочь Аллахай-Беки, но тот отказался от этой чести в пользу своего племянника Шингуя. Рашид ад-Дин заключает: из этой истории видно, что из рода Чингисхана дают девушек племени унгут и берут от них. Недаром Аллакуш-Тигин носил почетный титул Гурген, то есть зять золотого рода Чингисхана. С какого точно времени берет начало Унлар, сказать трудно. Может быть, она начинает свой отсчет именно с хунской эпохи, с гунской, вернее, эпохи Восточной Европы, когда на политической карте
обозначились всевозможные болгарские подразделения, хазарские подразделения, в том числе и унлар тоже могут из этой серии быть. Когда этот род поселился на севере Башкирии, неизвестно. Скорее всего, они являются потомками чингисхановых унгутов, пришедших на Южный Урал в составе монгольских орд. Унларцы еще в 17 веке именовали себя унгутами. В документах, касающихся хода башкирского восстания 1662-64 годов, перечисляются башкирские родовые подразделения Сибирской дороги, поддержавшие кучумовичей в их борьбе за восстановление ханства в Башкирии. Стоит царевич Бугай-Салтан у озера Ириташа, за Исетию в степи. А с ним стоят изменники-башкирцы – сынгранцы, бушкурты, сангуты, терсяки, айлы. Справка. Сонгуты – это су-унгуты, то есть водные унгуты, что соответствует названию су-унлар, в котором монгольский суффикс множественности гут был заменен тюркским лар. Позади меня аул Якуб, древнейшее селение Карайдельского района, история которого, как утверждают старожилы, насчитывает 5 столетий. Являясь коренным юртом башкирского рода унлар, это селение неоднократно меняло свое название. Во второй половине 17 века деревня называлась Чинмурзина по имени старшины Суунларской волости Чинмурзы Етиева. Затем она стала именоваться Якупова по имени Якупа Чинмурзина, вставшего после смерти отца во главе Суунларской волости. В разное время она была известна как Артаул, Галина и Кантонская, так как именно здесь находилась штаб-квартира 10-го башкирского кантона башкиро-мещерякского войска. Почти каждый уголок Башкортостана имеет свою агеографию, то есть жития святых. Не составляет исключения Карайдельский район. Согласно преданиям, в ауле Туиш жил некий Туй-Мухаммед, проповедник ислама в здешних местах. Аул Туюш сегодня практически слился с соседним Якупом. Тем не менее, в древности представлял собой отдельное селение. Туюш имеет параллельное название «Каменная мечеть», так как здесь находится старинная каменная кладка, назначение которой до сих пор вызывает споры. Так или иначе, ее связывают с именем святого старца Туй-Мухаммеда. Мында бик көп районнардан, бик көп шет жерлерден бу жерлерни бик көп билелер. Бик көп районнардан келип, мына шундай хайыр салалар, бу изгиян, изги киши, әулия киши. Аналогичным местом поклонения является могила некого Байсуры. С первого взгляда можно заметить, что она древняя. На могильном камне имеется тамга, из чего можно заключить, что здесь похоронен знатный человек, возможно, один из родовых беев рода Унлар. Установить, кто именно, пока не представляется возможным, однако существует ряд преданий. Шушы күренекле шәхесләрнең берсе булып, Туй-Мухаммед әулия белән бер сорда яшәгән безнең Байсура бабаебыз бар. Аның да зираты бар. Ул шушы гаскәр башлыгы була, йөз башлыгы була. Шушы урында аның зираты, анда ике каен үсеп утыра, киртәләп алынган. Шушы урында аны кылыс белән дошманнар сабып үтерәләр. Рядом с аулом Якуб находится село Акбуляк, носящее имя сына Якупа Чинмурзина Буляка Якупова. В отличие от своего отца, который был верным правительству старшиной, Буляк Якупов прославился с иной стороны, став пугачевским командиром. 27 мая 1774 года 3000-й отряд башкирских старшин Буляка Якупова, Арслана Урангулова и Алладина Бектуганова атаковал команду секунд-майора Отто фон Дуве, защищавшую Бирск. Повстанцы были отбиты. 4 июня атака повторилась. Царский командир, не желая более искушать судьбу, бросил город и отступил к Уфе. Бирск, став добычей пугачевцев, сгорел полностью. Акбуляк. Сегодняшние дни. В местной школе проходит конкурс на лучшую родословную. Учащиеся, собирая информацию у представителей старшего поколения о своих предках, составляют генеалогическое древо своей фамилии.
Min Jakob'tan. Min Halil'den. Min Akbulak'tan. Min de Jakob'tan. Siz türlü oğuldansınız iken, evdeki tatlı yaşayıgız. Uzaga derşeşerani bilahigizmi? Bilabız. Min bilen Hilal Samirayma. Edeli olup hilali. Min Jakob Sınmur'dan neslinden bulan unlu arığından. Bizim nesilimiz Jakob Sınmur'dan Alatay'dan başlana. Onun oğlu, iki oğlu bulgan Halil hem Osman. Onun oğlu bulgan Gali Bulakov. Gali Bulakov'tan tuğan Kıtlı Kadem'den Satlık, Satlık'tan Muhiddin'den Minnigali, Minnigal'den Ferigat'tan Mahmud ol mening Alatayım. Ol ömür boyu Salavat kolxozunda işlegen. Ol tüdügen firmalar, tirmenler eliyle hizmet eder. Onun 5 balahı bulgan Reşit, Liliye, İlüs, Rafis hem Milevşe. Onlardan oluğu Liliye, mening eseyim bu mektepte Başkırt dili hem edebiyatı okutusuha bulup işley. Onun 3 balahı var. Gülfine, Aydar hem Min Tahir. В ходе этой, казалось бы, незатейливой работы они учатся постигать очень простую, но в то же время глубокую мысль. Они являются всего лишь звеном в длинной цепочке своего рода. И дабы она не прерывалась, ребята просто обязаны передать своим будущим детям чувство причастности к череде поколений своих предшественников, уходящей вглубь веков, возможно, к легендарным гуннам Атилы. Mana biz o'zimiz yurgan bo'yi boshqalardan Shamrat o'g'lidan onlar rolundan bor bizda. Mana ilegalikdan biz Totar maktablarida o'qidik. Totar kitoblari bilan Totar o'qituvchilari butun kitoblar, asboblar Qozon izdательствоsi. Biz o'qiganda boshqa ekanimizni anglamaganimizdan, наверняка, Respublikamız Tatariston, boshqalarimiz Qozon. Хотя xatlar yozganda adresda ko'raylik, BSSR, Башқұртстан ekan. Историкам еще предстоит дать оценку политике руководителей БССР тех лет, которая вела к тому, что граждане Башкортостана затруднялись сказать, в какой республике они проживают, и ответить на вопрос, чья злая воля отрывала унларцев и других башкир Северо-Запада от их этноса. Ведь факт остается фактом. У себя в республике еще совсем недавно они не имели возможности изучать родной язык. Мектепте biz только татар тілінде оқыдық. Татарстанның тарихын öğrendik. И алфавиты бітіп татарша болды енді. И 10 классқа kadar шулай. Bizге kadar шулай оқыдылар. И шуның арқасында тілге әзірек үзгәріштә кірді. Халық икенче төрлерәк үзе сөйләшә башлады инде. Ну барыбер төп телне, үзебезнең диалектны барыбер шул сакланып килә. Башкиры древнего рода унлар ныне проживают в аулах Якуб, Халил, Енсеит, Акбуляк, Юлдаш, Туюш, Тегермен, Откустина, Абдулла-Кыры Идельского района и в ауле Упканкуль Аскинского. Сегодня мы становимся свидетелями огромного сдвига в их сознании. Происходит процесс восстановления их этнической идентификации. А если это так, то можно быть уверенным, что они, потомки легендарных гуннов, сохранят свое имя на лике земли. Гунны в 21 веке – это такая же сенсация, как если бы ученые нашли живых представителей шумерской цивилизации. Но это не сказка, это быль, которая, как все хрупкое, требует к себе бережного отношения.